Добрый день, добрый вечер. Мой первый вопрос это связан с недавней новостью на покушение на Владимира Соловьева, известного тележурналиста. Для меня это просто повод задать вам встречный вопрос. По моей информации, у вас тоже что-то подобное происходило в жизни. По крайней мере, я видел видео, где поджигали ворота вашего дома. Тогда на комментарии вы отказались давать, а сейчас, я думаю, все-таки пришло время. Расскажите, что же на самом деле произошло? И чем эти случаи похожи? Ну, если Соловьеву можно говорить, я думаю, что мне тоже можно. Ну, был такой случай, когда формировались штабы, ко мне, стали приходить мои ребята из СБМ, Союз башкирской молодежи, что не знают, как правильно оформить документы. Ну, вот представляете, парень 20 лет, например, ему там в военкомат приходит и как выстроить отношения в случае чего, если с ним что-то случится. Там, кстати, в том ролике, который вы видели, там меня обвинили, что я там на войну отправляю, там посылаю людей. Но это глупость полная, потому что я как пенсионер могу только вот на 3 буквы послать кого-нибудь, а на войну как я могу послать? Но помочь людям я посчитал нужным правильно оформить документы при военнослужащих, которые уходят на СВО. Тем более там, это были и мои личные друзья, там, и их дети. Такой общий круг, с которым я поддерживаю уже более 30 лет, таких близких отношений. Ну, как есть тогда говорить. Да, конечно. Но я с этим вопросом обратился к Раде Фаритовичу. Ради Фаритович, вот приходят ребята, то-то, то-то. Ради Фаритович проявил большую инициативу. Сказал, да, давай, помогай. Чем можешь. Значит, потом как-нибудь найдем общий язык с людьми, просто... проявил, большую инициативу. Дал возможность. Единственное, он просил, как будем связываться. Там при разговоре Андрей Геннадьевич был еще, тоже мы втроем там были. И договорились, что Андрей Геннадьевич будет курировать этот вопрос и докладывать Раде Фаритовичу. Чтобы он не особо хотел светиться, что ли, так вот. Типа это народная инициатива такая. Она, в принципе, так и есть, да, народная инициатива была. Я первым делом отправил своих пацанов, своих детей по своим друзьям, знакомым, по районам. Они проездили там, все вплоть до Хайбулов, там подняли народ. В Уфе организовали штаб. Я позвонил Зайнеддину, Уралу Зайнеддину, но он вначале отказался. Потом я пригласил Юмагужина Артура. Юмагужин Артур пожаловался, что у него денег нету даже вот приехать там, ко мне деньги занимал. А на встрече, когда мы с Юмагужином встречались, там были 2 полковника. Солдатенко Сергей, полковник, он школу МВД здесь закончил, он сам белорус, кстати, по национальности. И еще один человек из комитета, мы ему перечислили деньги, прям во время разговора ему на счет скинули денег, там, чтобы он первые какие-то шаги начал. Потом Солдатенко дал помещение в помещении ДСАФ. Офисное помещение, столы, стулья, я компьютеры купил, принес. Очень много помог председатель правления Башпотребсоюза, наш директор. И работа штаба началась. Мы в общей сложности собрали 3750 человек. Прошли, оформили эти документы. Это стало известно стороне, этой украинской, то, что в Башкирии
идет такая активная работа по формированию добровольцев. Ну и со штаба Зеленского пришла команда меня завалить. То есть, ну, прям убить конкретно. И я очень благодарен Комитету госбезопасности Башкирии, потому что только благодаря им я вот остался жив. Ко мне пришли двое, один москвич, один местный, показали документы. Ну, я их пригласил домой, мы посидели, попили чай, и они мне сказали, что сегодня или завтра ночью ко мне домой придут люди и будут звать на улицу. В темноте, значит, выйди, будут кричать там, ну, звать по-всякому. Мне ни в коем случае выходить нельзя. Единственное, они сказали, будет хорошо, если они зайдут на территорию моего двора, например, или разобьют стекло, например, или еще ну, что-то сделают, тогда у них будут руки развязаны, как они мне сказали. Ну, а сам я ночью слышу, уже на следующую ночь подошли два человека, я видел, ну, я из-за шторки наблюдал, видел, как два человека курили сигареты. И мне кричат: братан, Ренат, наш Батыр, что-то такое, короче, давай выйди, пожалуйста, ну ты нам нужен, помоги, там есть вопрос один, ну с тобой связанный, ты решаешь, ты решала, там что-то такое, короче. Ну я сижу, молчу, они где-то минут 10, наверное, 15 там меня кричали. Ну и потом вдруг я смотрю, такое яркое пламя, значит, загорелись ворота, во дворе там огонь пошел. Значит, и в это время я сам удивился. Столько людей сразу же вокруг оказалось там. Ну, их взяли, короче, с той стороны, вот со стороны дороги машина сразу подъехала. Ну, их в наручники, короче, увезли. Я с этими ребятами с ФСБ потом еще встречался, спрашивал, кто что. Они говорят: Ренат, пока, говорит, тихо молчи, там, говорит, с ними работают, там, то все, 5-10. Придет время, говорит, скажешь. Ну, наверное, действительно, время пришло, можно сказать. В общем, я потом сам лично встречался с новым начальником ФСБ, отблагодарил ребят за работу. Ну, мне жизнь спасли. Ну, доложил об этом Раде Фаритовичу, он тоже в курсе этого. Вот. Понятно. Что я могу сказать? Хорошо, ну это понятная ситуация. Хотел бы задать один вопрос, который вот, пока я к вам ехал, такая возникла информация. Слух, не знаю. Говорят, якобы Башкортостан хотят превратить в Уфимскую область, Татарстан в Казанскую область. В свое время вы возглавляли Союз башкирской молодежи, который сейчас, может быть, не знаю, как по-разному все воспринимают, но, по крайней мере, вы отставили национальные права башкир. Как вы относитесь к такой идее, это раз, и как к противоположной идее относитесь, которые высказывают другие какие-то активисты башкирского национального движения, которые себя так называют, ну, в лице Руслана Гапасова, экстремиста и агента, что нужно создать башкирское независимое государство. Вот две разные полярные точки зрения, вы где? Вы понимаете, вот я вот издалека, можно начну, да? Yeah. Я знаю статистику, я ее сам лично читал, что за 100 лет в автомобильных авариях со смертельным исходом людей всего 2% со смертельным исходом. За 100 лет по всему миру. Представляете, да? А руководителей глав государств 17%. Вот даже вот при нашей жизни сколько там этих президентов там поубивали, порастреляли, там всякое такое, значит. То есть, ну, идет, проще говоря, такая война против России на сегодняшний день. Россия — это наше государство, мы что внутри сами должны разобраться, а то, что нас, Россию, как бы может развалить, мы должны этому противодействовать, потому что мы страна 200 народов, и в единстве, в нашем единстве наша сила. Я думаю, что это диверсия, политическая диверсия, потому что... Это вы говорите про Уфимскую область? Да. У меня
Кстати, вот именно вот из-за этого был в свое время конфликт. Ну, говорить фамилию. Да, конечно, конечно. Ну, Все. однажды меня пригласил Муртаза Губайдулович к себе. Я пришел в приемную, и мне говорят, вначале с Аюповым, госсекретарем Мансуром Анваровичем поговорите. Ну, я пришел к Мансуру Анваровичу. Мансур Анварович мне прямо у себя в кабинете коньяк налил там, и минут 15-20 хлопал мне по плечу, кричал, какой я батыр, салават там, и вообще там герой там. И что сейчас Россия разваливается, и что мы будем создавать отдельное башкирское государство. Значит, ну, я молчу. Он раз сказал, два сказал, вот что тебе не нравится наш президент. Я говорю, ну, нравится, я же говорю, помогал, вот, давай, вот сейчас вот мы тоже поможем, мы тебе там зачеты дадим, там, денег дадим, там. Давай готовь молодежь, в случае чего, чтобы мы как один организм там выступили там. Ну, опять вот, что молчишь. Я говорю, понимаете, я говорю, вот 2000 лет тому назад евреи и башкиры были пастухами. Через 2000 лет башкиры как были пастухами, так и пасут своих баранов. А евреи пасут народы. Это не говорит, что башкиры плохие. Это говорит о том, что башкиры, ну, маленечко вот уперлись вот в это вот, в батырство свое. Вот они батыры, понимаешь, а нам нужны, ну, банкиры нам нужны, администраторы, ученые, философы нам нужны. Ну, то есть тогда, исходя из этой точки зрения, как раз Ради Хабиров пример человека, который из села вот, Ну, поднялся. он вообще, Ради Фаритович, ну, я на все административное окружение и вообще всех известных людей смотрю с позиции писателя, историка-писателя, вот так вот я бы сказал, сценариста, например, да, там вот. Я как-нибудь вам дам почитать свою пьесу, это «История башкирской лошади», поймете. Ну, Ради Фаритович, да, он же, пока был в селе, он был башкир, а когда попал в Белый дом, он стал не просто башкир, он стал политиком. И, естественно, он, как политик, будет держаться именно той силы, которая его держит у власти. А башкиры, они вот, ну, Алсынов, хороший парень. Он сам тоже, кстати, с СБМ. Вообще с СБМ выросли все абсолютно, вплоть до того же самого Ради Фаритовича, если уж он тоже им пользовался СБМом. Но я ушел по возрастному цензу, мне уже 37 лет. Ну, возвращаясь к разговору с Мансуром Аюповым, вы в конце концов четко сказали нет? Ну, я вот ему отказал в этом деле, и после этого там у меня пошли там кое-какие неприятности. Значит, там, По-моему, вы даже вас посадили, по-моему, даже, да? Ну, некоторая группа Аманат, Ант, прошу прощения, Ант, написала на меня донос, что я якобы ездил с ними с концертами в Челябинскую область там, и отобрал у них там денег, там 1 миллион, короче. И просто по этой записке, ну, меня определили в я в КПЗ ни разу в жизни не был. А мне в камеру посадили к уголовникам, которым там по 20 лет, там, Слава Барышев, Оренбургский вор, там, Король, здесь уфимский наш, Корольков или Король там, еще один там что-то из Сибири. Ну, им была дана команда, прям конкретно меня, ну, вы поняли, да? Ну, они меня пробили там по своим этим пацанячим там делам. Сказали, что меня никто не тронет. И мне сказали, что это сделал Шабрин такой. Он потом стал секретарем Совета Безопасности, что-то такое, в общем. А меня защитить пришел Даян Баянович Мурзин. Я сейчас этим горжусь, что моим адвокатом был личный враг Гитлера. Личный враг Гитлера. Это отдельная история, давайте оставим на потом. Резюмируя наш интервью, разговор, отвечая на второй вопрос, вот между Уфимской областью и независимым Башкортостаном, вы где находитесь? Там или посередине? Или как? Вы знаете, я к этому, отношусь как всякий умный еврей, без разницы, где ты живешь, главное, чтобы народ был грамотный. Вот я всегда, вот этот СБМ, например, да, что такое СБМ вот моего периода? Это организация, которая устраивала Уралман, Халука, Яшлик-шоу, Дни башкирской молодежи. То есть, всю творческую интеллигенцию поднимала и
финансировала, как бы создавала вот эти вот. Ну, когда я отказался, ну, под это дело подписался, ну, Артур Эдельбаев. И вот сейчас вот время бумеранга, видимо, пришло, так сказать. Ну, мне жалко его отца в первую очередь и брата. Некрасивая история получилась, конечно. Ну, вы так как политик так не сказали, где вы. За независимое государство, за Уфимскую область, либо вообще за Башкирию в составе России. Вы понимаете, это же как бы тема, она в Советском Союзе, она вот когда стала выделять своих там лидеров, они создали там, ну это время сейчас ушло, ну есть такая необходимость не мне решать, мне сейчас 65 лет, я еще, может быть, там лет 5-10 проживу, там, Бог даст, как говорится. Ну а ну, я против того, чтобы было отдельное башкирское государство, это точно я против. Я это и Рахимову говорил, и всем. Объясню почему. Потому что только благодаря вот именно вот этому синтезу России и Уфы, Башкирии у нас появился нефтяной институт. Вот если бы у нас не было нефтяного института, ну, Муртаза Губайдулович пас бы баранов. У нас появился авиационный институт. Если бы у нас не было авиационного института у Башкир в Уфе, в центре, в столице, но не было бы Кусимова ректором, допустим, да, тоже бы пас баранов там, или Барлыбаева Халиля Буакировича, допустим, да, того же Аминева, кстати, очень уважаемого мной человека. То есть это вот все такие вот, все на государство работали. Поэтому, ну, я считаю, что самое правильное, чтобы нация была грамотная. А нация может быть грамотная только тогда, когда у нас работают вот эти вот институты, создающие грамотную публику. Но, к сожалению, как-то так вот и пошло у нас в Башкирии, что как только какой-либо талантливый человек начинает выделяться из башкир, то его начинают вот душить. Вот на моем примере, например, да, вот опять можно коснуться, да, Аюпова Мансура Анваровича. Вот Нажиб Валитов. Слышали такого человека? Да, конечно. Вот. Нажиб Валитов это академик, Нью-Йоркской академии наук. В этой же академии Эйнштейн, Ньютон, представляете, да, то есть он на какой полке сидит. Его работы преподают от Японии там, до Кембриджа в Америке, там, в Англии, там, во всей Европе преподают. А мы про него даже, вот Башкиру пойди сейчас на улице спросить, даже не знаем. Почему это произошло? Потому что Аюпов Мансур Анварович, пытаясь показать свою работу перед Рахимовым, взял и ему начал рассказывать сказки, что этот Нажиб Валитов, типа ему чуть ли не Папа Римский там денег сейчас даст. Там, он на коллайдер просил, это я знаю, потому что мы с ним дружили, вот прям здесь он сидел, вот, тоже вот рядом. И ему создали такую ситуацию, что он остался почти без работы, почти без денег, и даже его дочка, она была вынуждена уехать, потому что ее тоже везде запрещали. Ну, а то, что касается вот этих молодых ребят там, которые в политику лезут, они в ней даже не разбираются, не понимают. Они вот на уровне эмоций, тот же Алсынов, например, да, там, на уровне эмоций. Ну да, башкиры всегда вот эмоциональные были, ну что поделаешь. Вот. Вместо того, чтобы создать какую-то конструкцию такую, рабочую конструкцию, общественную, например, да, вот на примере СБМ, вырастить какую-то кадровую политику и потом заявлять о каких-то своих правах. Значит, все вот природу спасают там, воду, а результата-то нет. Я еще раз говорю, что я за то, чтобы мы были едины в нашем государстве. Сейчас я еще вот время займу, сейчас у меня целая статья есть. Я считаю, что российское государство появилось со времен Александра Невского. Вот это вот настолько был умный, мудрый, вот государственный человек. Чингисхан же как, 10% ясака собирался для содержания своего войска. Наверное, с 10% процент себе оставлял, ему вот все перекрывало. Представляете, эта территория фактически 1/6 части суши. Все, что мы называем Российской Федерацией, это и была территория Золотой Орды, включая там до Индии, там, до Афганистана, там, всех вот этих
Узбекистана, Таджикистана, Китая, Монголии, там все вот это. Причем там была настолько сильно работала коммуникация, скажем, информация из Монголии добегала до, скажем, до Новгорода где-то за 2 недели. Представляете, да? Вот эти ямщики известные. Значит, я очень много интересовался этим периодом. Я даже один сценарий там пишу сейчас. И получилось так, что Александр Невский, он взял и Батыю сказал: сейчас вот на меня тевтонцы нападут, а у меня 400 человек охраны, которые тебе дань собирают. Остальные же все крестьяне с мотыгами, они против вооруженных до зубов, так сказать, рыцарей ничего не сделают. Помоги. И тут ему отправил там, вот нигде в истории этого нет, история очень часто, кстати, умалчивает и по-своему трактует разные сюжеты. Но он ему отправил там что-то 5000, по-моему, воинов, которые этих тевтонцев-то и расстреляли. Там же они же свиньей там идут. Этот Александр поставил перегородку, потом раздвинулся, и они как раз на них наткнулись, и те их перестреляли, они побежали по Ледовому озеру там, и все потонули. Об этом узнал Батый, о победе, назвал Александра Невского мудрецом, и тот взял на себя права, ну, фактически, сегодняшним языком, как бы говорят, министра иностранных дел. Он с тевтонцами, смотрите, от имени Золотой Орды подписал договор, что тевтонцы не будут претендовать на земли Вятичей, там, и Новгорода, там, ну, в общем, вот так. И Батый на радости взял его, призвал к себе и братом родным назвал. И когда Александр Невский приехал туда, это в Сараево, это рядом с Астраханью тогда эта столица находилась. Но она по размерам примерно вот как наша Уфа без Черниковки, вот чтобы вы поняли по тем временам. И что Александра Невского удивило, что там и мусульманские мечети стоят, и христианские церкви стоят, и там и буддийские храмы стоят, там, ну, то есть там вот сбор народа всех был, то есть все жили, ну, как бы коммуникация такая хорошая была. И они до того, ну, с Батыем стали, ну, друганами, что ли, как сказать правильно, что Батый второй раз поехал в ставку Батухана для того, чтобы убрать какие-то налоги. Вот представляете, сейчас вот Ради Фаритович поедет к Путину и скажет: давай вот этот налог, вот этот уберем. Вот представляете, да, то есть какие отношения были. Но Александра Невского ведь народ поддерживал. Значит, если бы мы поддерживали тоже Ради Фаритовича, например, ну, Башкир имеется в виду, то я думаю, что и в Москве бы были по-другому. Вот еще вот скажу, вот Ради Фаритовича обвиняют в том, что он гору Таратау продал там. Он ее не продавал. Нету ни одной подписи, где бы он продавал. Ее продал Муртаза Губайдулович. Есть документ, я сам его лично видел. Харисов, один из хозяев сода, он прямо вот здесь вот у меня дома мне этот документ показывал. Значит, а Ради Фаритович уже вот принятое постановление нашей республики, нашим государством, он просто пришел и должен, обязан, не должен, обязан был его довести. А вот эта оппозиция там, ну, решила на этом подзаработать. Я там знаю, оппозиция, скажем, с того же, с той же соды просили 20 килограмм золота, если им заплатят там. У меня есть не просто свидетель, у меня записи есть, где говорят: если денег дашь, типа, ну, Харисов, тогда мы этих тупых, внимание, баранов про Башкир имеется в виду, за рюмку водки и чашку плова увезем на другие проблемы. Так. Но это факт исторический. Или вот Салават Юлаев, например, да, вот его воспринимают, что он боролся с российским самодержавием. Там. Но это тоже бред. Мне мой дед Садрей, он мне рассказывал, он 96 лет прожил. А ему рассказывал его дед, что Салават Юлаев вместе с отцом, они были люди настолько грамотные, владели несколькими языками. То есть они вот Коран, например, читали, в оригинале читали на арабском. Представляете, да, какая грамотность была. Потом они были творческие люди. И они знали, они были тарханами, то есть, ну, князьями, очень серьезные, ну, руководители, скажем так, территории. И они знали, что откуда-то из Германии, территория которой равна вот нашему Учелинскому району, приехала женщина, убила реального царя, убила,
и поставила в руководство там где-то 20 полководцев немцев, генералов, полковников, которые стали русской армией командовать. И Академию наук создали, там Ломоносова под смерть подвели, под смертную казнь даже. Там тоже одни немцы. Они стали писать историю по-своему. Вот. А реально Салават Юлаев вместе с отцом, они не изменяли российскому государству. Они, наоборот, поддержали человека, который представился как русский царь. Ну, вы поняли, да? Вот. Поэтому, ну, советская власть, видите, вот так трактовала, как им выгодно. Ну, всегда так вот. Историю Союза башкирской молодежи, например, если я вон в Википедии там написал, я ее в 87 году зарегистрировал здесь у нас в Минюсте. И организация была в Елдыбаево, первый съезд там был. Но если мы откроем энциклопедию, то там про историю башкирской молодежи вообще ничего нету за этот период, вырезали ее просто-напросто. Но это когда вот Рахимов отказал, там, видимо, Аюпов там позаботился. И Союз башкирской молодежи появился что-то в 92 году с Амиром Туйгуновым и все остальные. А в Союзе башкирской молодежи мы сейчас и главы районов, и министры, и вице-премьеры, тот же Ильшат Азаматович Тажидинов, например, да, там сколько народных артистов там вышло, там сколько руководителей нашей республики. Я даже знаю, что вот молодежь, которая сейчас пришла, я в 86-м, да, приехал, они тогда только родились, ну вот сейчас наше руководство. Они просто не знают эту историю, потому что она вырезана, эта история. То есть мою историю вырезали. Я, например, нигде не написано, что я был генеральным директором киностудии «Башкортостан». А я был генеральным директором киностудии. Ну, это отдельная все равно история. Ну, давайте да, на да, этом да. закончим. Как бы Ну, поставим вы точку. сполошили, конечно, Да. много чего сейчас. Просто дайте обещание, что мы продолжим эти разговоры. Нет, ну, от вас зависит, приходите, я вам всегда рад. Я могу рассказать, ну, много чего, о чем история умалчивает. А я могу в лицо вот так разговаривать, потому что... Сейчас закончу. Так, у меня очень интересная судьба. Я вообще очень счастлив, что я родился на этой земле, башкиром родился. Потому что мне пришлось встречаться, сотрудничать, делать дела со всеми руководителями республики, начиная от Мидхата Шакирова и кончая вот Ради Фаритовичем, ну, создавая вот эти штабы. Я домой приезжал к Крутскому Александру, Владимиру Ерину, к Рудольфу Нуриеву, не знаю, там, Ментимиру Шаймиеву по звонку попадал, просто вот вместо 10 минут там часами разговаривал. Ну, это, если хотите, я вам в следующий раз расскажу. Спасибо. Хорошо. Спасибо.